трое детишек оказались в лагере, и у них умерла мать, отца тоже не стало. Я начал заниматься, обратился к своему другу и коллеге, к Диме Саблину, с учетом того, что он возглавляет нашу парламентскую группу между Сирией и Россией. И он начал заниматься этим вопросом. Путь был долгий, нелегкий, то есть это не так, что захотели, сели в самолет, полетели, забрали. Необходимо было получить документы с учетом того, что родителей не было. Соответственно, они объявлены здесь в розыск. Родители, естественно, они пересекали границу неофициально, поэтому их местонахождение было не установлено. И вот эти все справки необходимо было получить и от правоохранителей наших. За это я вообще отдельно спасибо хочу сказать всему силовому блоку нашему, который руководителям особенно, потому что они восприняли эту информацию не как по своему функционалу, а отнеслись именно с теплотой, с сердцем, с пониманием, то, что это маленькие дети. И мы начали двигаться в этом направлении. То есть группа Димы Саблина и его помощники занимались там, на сирийской стороне, а мы занимались сбором всех необходимых документов здесь, у нас. Путь был нелегкий, тяжелый, долгий. И на этом пути, помимо тех людей, которые помогали нам, про руководителей силового блока я уже сказал, это и Министерство обороны Российской Федерации, Министерство иностранных дел. У нас здесь в республике нам помогал уполномоченный по правам ребенка Артур Кукаев. Глава республики, Кабардино-Балкарской республики, Коков Казбек помог очень сильно. Ну, к сожалению, были те, которые на определенном и в самое критическое время включили бюрократическую машину. И с холодным сердцем рассказывали, что это невозможно. Ну и в принципе, наверное, сам этот процесс был невозможным. И он, наверное, получился больше вопреки. И когда люди, занимая ответственные посты, рассказывают о том, что это невозможно, они придумывают, как выйти из этой сложной ситуации. Ну, ничего, жизнь она длинная. Надеюсь, они нигде не ошибутся в дальнейшей своей работе. И на самом деле отрадно то, что уже детишки находятся здесь. Сегодня мы вместе прилетели. Они находятся в семье. Это самое главное. Если у них не было шансов стать достойными членами общества, то на сегодняшний день у них это шанс есть. А для этого мы должны и соседи, и родственники, и семья, где они не чужие, а родные люди, должны сделать все в соответствии с нашими традициями, с нашим менталитетом и проявить свою заботу. Злом их уже не удивить, а добром мы должны удивить их. И добрым отношением. Потому что зла они видели в самом худшем восприятии, которое есть на этой земле.